Всем привет! Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 29 ноября. Температура за бортом у нас 22 сейчас. Ночью было 25. Это опять второй день холода. После тех похолоданий, когда встала речка, было потепление, был снегопад. Лед был очень опасный. И я не мог перебраться на правый берег, чтобы нормально поставить свои палки, свои крючки на налимов, чтобы нормально порыбачить. На этом левом берегу было пару проверок, но улова они не принесли. Сегодня все-таки я попробую перейти на правый берег Печоры и поставить палки там, где я обычно рыбачу. А пока давайте еще раз полюбуемся, пока солнышко не село. Вот такая вот красота у нас сегодня. Я опять приехал на дамбу, потому что на последней рыбалке вечерком перед закатом солнца я поймал 26 ершей, закинул их в тюрьму. Теперь я их оттуда заберу. И потом, если будет возможность, вечерком еще половлю. Но вообще-то, если сегодня я смогу перебраться на правый берег Печоры, вот тут у меня, здесь мы ловим ершей, вот здесь вот народу собирается до 7-8 человек, все рыбаки на налимов, потом вот у каждого своя тюрьма, кидают туда своих ершей, ну и потом забирать. Также я сейчас достану своих ершей, ведро и вперед ставить палки на новом месте. Итак, друзья, вот такая у нас замечательная погода сегодня. Только что, когда ехал, было еще 22, сейчас уже 24, мороз крепчает. Это радует, хоть лед будет покрепче. Но сейчас посмотрим наши баночки, что я оставил. Это вот мои 26 ершей, то, что я с дамбы взял. Правда, их уже не 26, а 24. О, один подыхает, скоро будет 23. Там на дамбе к палке тоже 2 крючка было. Насадил, вдруг кто-нибудь да попадет. Ну а здесь смотрим, ловушки на мальков поставил. Между делом посмотрим, есть что нет. О, вижу, что есть. Хорошо, это радует. Мальков 30, не меньше. Вон они. Не очень, конечно, крупные, но ну что, какой есть, и то хорошо. Так, а здесь что? Здесь у нас что-то мало. 1, 2, 3, 4. Здесь только 4. Кидаем вот такие вот отруби. Буквально по 3-4 гранула. 2, 3, 4, 5. Оно размокнет, запах от них будет. Малек будет собираться. Все, готово. Здесь пока закрываем. Все, кидаем ловушку на место. Одну в одном направлении, другую в другом. Свою работу потихоньку делают. Ну а пока мы выключаемся, смотрим еще ловушечку. Лед, я вам скажу, в лунке без снега замерз на 5-6 сантиметров. Так что, если бы не снег, река бы давно замерзла. Ну, думаю, и так замерзла. Смотрим, что у нас на ловушке. Тут у меня 3 ловушки. Вижу, что есть.
Так, вы пока поплавайте, чтобы не замерзнуть. Вон сколько здесь прозрачно, вообще шикарно. Это самая лучшая ловушка прозрачная, а тут мальков 50, наверное, залезло. Так. А вот эти почему-то вроде и покрупнее, но похуже. Видать то, что прозрачности не хватает. Тут вообще вот 2 малька всего. Раз, два. Больше нет. Вот. Тут тоже немного же получше. Надо дырочки будет побольше, комбикорм плохо уходит. Нет, есть. Штук 20, наверное. Крупные малявки тоже есть. Вот. Живцов мы поймали. Сейчас сюда закинем отрубей. И дальше пусть ловят. Ну а мы пойдем проверять палки. Итак, на старом месте мы потратили только время и силы. Рыбалку дальнейшую на том месте считаю бесполезной, потому что как бы я ни надеялся, что что-то клюнет на левом берегу, ничего там не клюет, налима там нет. Лед немного окреп, более-менее. Надо перебираться на правый берег. И это была крайняя проверка там. В следующий раз я буду переставлять на правый берег. Сейчас мы проверим наши палки, которые стоят на границе вдоль шуги. И тоже будем пробовать переходить на тот берег. Сейчас посмотрим толщину льда. Так, здесь пробивается возле лунки. Так, тут мы заливали, тоже пробивается. Выходим на лед. К пешне, веревку на руку не наматываем, потому что если провалился, то пешня еще и утопит. Просто так вот придерживаем, чтобы пешню тоже не утопить. Смотрим, что там пробивается. Пробивается с одного раза. Вот такой вот тонкий лед. Смотрим. Ух ты. Я прям чувствую. Я прямо чувствую какой. Ах ты, ох ты, ох ты, ох ты, так. Сантиметра 2,5, не больше. Вроде и мороз 22, а под снегом он не замерзает. Сантиметров 10 на льду снега. И он тупо не дает замерзнуть этому льду. Очень опасно. Ну мы, ладно, пока проверим все, а там видно будет. Может быть, даже придется отложить на следующий раз. Что? Пошли проверять. Я уже стою на залитом льду. Тут в прошлый раз заливал здесь лунки. Здесь уже держит. Хотя каждый свой удар. Вода прибыла. Каждый свой удар по льду я чувствую. Чувствую, как в ногах отдается. Лед еще очень и очень тонкий. Если бы не этот снег, давно бы уже все замерзло. Снег не дает льду замерзнуть. Он как шуба держит ее. Греет. Держит от мороза. Так, возьмем на всякий случай крючок.
крупном налим. И смотрим. Пока светло, быстренько проверим, чтобы показать вам налима, если он есть. Так, ну что, поехали. Начинаем сверху. Нету. На верхней палке никого нет. А нет, вот есть налимчик небольшой. Взял на ерша. Ну и болтайся дальше. Хотя даже снимать не буду. Оставим в надежде на крупного. А малька нацепим. Ловись, рыбка. Ловись, крупная рыбка. На мелких налимчиков обычно попадают крупные налимы. И это правда. Весь крупный налим, который мне попал в прошлом году, все они попали на маленьких налимчиков. Так что будем надеяться, может, что и попадет. Вчера вот сделал новую тюрьму такую. Сегодня остатки, что останется, закинем в новую. Так, крючок забыли. Поехали дальше. Поехали дальше. Вон насколько упала вода. Ой, поднялась, то есть. Здесь никого. Ёршик сдох. Лег живой. Смотрим дальше. Опа. Здесь есть, друзья, налим. Я слышу, как он дергает. Так, съемка идет. Я прям почувствовал его тычки. Крупный. Крупный хороший налим. Вот он. Вот он. Вот он, красавчик. Ах, ах, ах. Хо-хо. Друзья, вот это да, вот этот первый, вот это зачетный и сразу красавец. Вот он, вот какая пасть у него, друзья. Вот он, налим здоровенный, килограмм 5, не меньше, вот он. Друзья, я счастлив. Неужели я дождался? Неужели я дождался этого счастья? Смотрим, на что попался. Вот он попал, друзья, на мелкого налима. Походу, сейчас сделаем расследование. Так, вот вижу мелкого налима. Ага. Все правильно. Вот. Он попался мелкий налим. Вот он какой. Сейчас скажу. 20 на 30 сантиметров где-то. Вот у меня 20. И тут на 33 сантиметра где-то вот маленький налимчик попался. Он его проглотил. Он его проглотил. Сейчас покажу. У меня аж руки дрожат от счастья. Наконец-то я дождался. Вот, он его проглотил. И что он делает? Проглатывает. Чувствует дискомфорт какой-то, не цепляется. И пропускает через жабры. Вот. Через жабры пропустил. И запутался в моих крючках и лесках. Вот он здесь пропустил через жабры. Вон.
Отцепляем мелкого налима. Он его даже не проглотил. А, нет, проглотил и выплюнул обратно. И выпустил через жабры. Такое бывает. Мой отец рассказывал, что однажды ему даже 3 налима попалось на один крючок. Маленького взял 2-килограммовый где-то. И этих двоих проглотил килограмм на 7, что ли, он говорил, налима. Вот он. Получается, попал на маленького налима. Я вам говорил, что маленького налима налим ест. И вот такие вот крупные экземпляры попадают именно на маленького налима. Ну вот и первый зачетный ролик сегодня будет. И вам его обязательно покажу. Надеюсь, съемка была. Килограмм 5, не меньше. Вот он. Вот он какой здоровенный налетчик. Налетчик. Друзья, я счастлив. Ну, слава богу, Енцикадан. Енцикадан. Сколько тут он у меня? 20. 40. 60. 80. Если до конца хвоста, то почти метр. Вот так вот, друзья. Я сразу почувствовал, что есть налим. Дергал хорошо. Слава богу, не сорвался. Я счастлив. Ну, можно сказать, рыбалка началась. С такого налима это хорошо. Так, смотрим, хоть запись была, нет. Вроде записала все. Так что вы все, друзья, это увидите. Посмотрите на мою счастливую морду. Я сделал это. Я все-таки его поймал. Ну что, коми-рыбак. Рыбалка на налима пошла. Сезон 2018-2019 открыт. Ура, ура, ура. Подписываемся на канал. Смотрим. И вы таких вот чушек еще ни разу видите. Это я вам обещаю. Поехали дальше проверять. Теперь у меня настроение вот такое. Теперь попрет. Я чувствую, друзья, попрет. Ну что, вот и крайняя палка на сегодня. Ну что, будет, не будет. Ну я ничего не могу сказать, но, конечно, скажу, что будет. Хотя бы килограмма на 2. Так, что это такое? Зацеп? Ляп шугу или что? Чуть поменьше. Так, а вот ты, мужичок, тебе походу повезло. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, ты только за челюсть. Мы тебя отпускаем. Мы тебя отпускаем, малыш. Да тихо ты, успокойся. Успокойся. Все, плыви, друг, расти. Так что, которые попали за губу, я их мелких не беру, учтите. Дорогие друзья, подписчики. Не надо говорить, что я такой жестокий, что я их прям так насаживаю для того, чтобы поймать крупных. Нет, я их просто мелких не снимаю, чтобы попался крупных, которые в заглот. А которые мелкие, я, конечно, их отпускаю. Так. Сейчас насаживаем последнюю палку и будем пробовать переходить, если получится, конечно. Если не получится, оставим до завтра, потому что сегодня все равно ничего не успеем. А морозец давит неплохой. Так что вполне возможно, не вполне возможно, лед крепче будет, конечно. А завтра не будем тратить времени на проверку. И все силы бросим на установку, перестановку, переход на правый берег.
будем рыбачить, а не баловаться. Хотя сегодняшнюю рыбалку баловством не назовешь. Сегодня порадовал Налим. Все-таки он попался. Начало есть. Так что все будет, друзья. Все будет. Я сейчас скажу. Домой приеду, еще взвешу его. Угадал я, не угадал с весом. Я говорю 5 килограмм. Кто сколько скажет, а? Сейчас взвесим и посмотрим. Стоит палка? Стоит. Ну что, сейчас это пока сюда. Рукавицы уже сырые. Руки стынут. Так, крючочек. Сегодня досталось и тебе поработать. Это хорошо. Это очень хорошо. Прошлый год я рыбалку открыл 1 декабря. 30 ноября я поставил палки. Первый налим попал у меня уже на первой же проверке. Но я тогда, рискуя, сразу перебрался на тот берег правый. Лед где-то был такой же. Протыкался с первого раза. Ну вот, ну, тут я вот заливал. И то пробивает. А тут просто с одного раза. Вон, черная вода. И пробивается с одного раза. Сантиметра 2,5. Ну, может быть 3 максимум. Не толще. Этого, конечно, очень мало. И сегодняшний переход через речку мы осуществлять не будем. Мороз давит, 20-очка будет, а это, возможно, еще целый сантиметр толщине льда. Ну а пока на сегодня мы прощаемся. Дома еще взвешу Налима, покажу вам, сколько он весит. И до встречи на реке. Завтра будет перестановка, если успею, вечером проверю под фонариком. Ну а послезавтра, я надеюсь, рыбалка будет. Всем пока. Итак, друзья, вот мы и дома. И как я вам обещал на речке, сейчас мы взвесим трофей. Наш сегодняшний трофей. Электронные весы. По нолям. Достаем нашего красавца-кабанчика. И что мы видим? $6400. Ровно 6400. Ну как, круто? Я тоже так думаю. Первый крупняк, первый кабанчик, первый трофейчик в этом году, в этом сезоне. Так что смотрим канал, подписываемся. И мы еще поймаем ни одного такого налимчика. Это я вам гарантирую. Всем пока. До встречи на реке.